Жительницы Мегино-Кангаласского района поселка Нижний Бестях активно занимаются огородничеством. Благодаря этому хозяйки зимой и летом обеспечивают своих семей экологически чистыми продуктами, рассказывает наш корреспондент Марина Трифонова. В 90-е годы семья Дёниных переехала из Хабаровского края в поселок Нижний Бестях. С тех пор Наталья начала выращивать с небольшого кустика малину, смородину, клубнику и другие ягоды. Все эти годы кустики ягод разрослись. Так Наталья Николаевна этим летом собрала 85 литров малины, 2 литра крыжовника. Запаслась на зиму разными заготовками. Урожай в этом году очень богатый. 85 литров малины собрала. 10 литров смородины, 2 кустиков маленьких, крыжовника 2 литра. Вообще урожай очень хороший. Уход большой, конечно, нужен, но это того стоит. Важнее вырастить свою продукцию, причем в любых условиях. Так своим опытом делится жительница поселка Анастасия Колодичук. Летом внуки Анастасии Уваровны вдоволь едят домашнюю продукцию. Хозяйка Анастасия Уваровна говорит, что все садовые культуры требуют к себе повышенного внимания. Из февраля уже надо перец садить, надо землянику, то все цветы ранние. И начинается у нас жизнь уже, можно сказать, с февраля дачная жизнь начинается. И молодым хозяйкам, девушкам, которые только вышли замуж, это же очень хорошо. Дети пойдут, детям свежие овощи, фрукты. И пусть учатся, да, бывает, приходят, спрашивают, рассаду берут, я даю. Сейчас тоже дети молодцы. Свое есть свое. И, во-первых, и экономия большая получается. Татьяна Данильченко очень любит выращивать своими руками все грунтовые виды. Она является активным членом экологического совета УЛУСа. В дальнейшем Татьяна Ивановна хочет организовать мастер-класс для жителей. А также у нее есть давняя мечта организовать парк в поселке, где жители могли бы отдохнуть, подышать свежим воздухом. В Якутии все растет в грунте. Здесь райское место. Я так считаю. Все растет с нашими усилиями, с нашими приложением сил. Конечно, можно получать очень хороший урожай, пополнять свой бюджет, кормить свою семью чистой, экологически чистой продукцией. От этого, конечно, все здоровые у нас. Никто не болеет. Старожительница поселка Нижнего Бестяга Галина Белоусова, несмотря на возраст, ей 76 лет, активно занимается огородничеством. Кабачки, капуста, морковь, перец приносит удивительно большой урожай. За лето Галина Афанасьевна собрала 30 ведер помидоров. Урожай нынче хороший. Вообще каждый год у меня хороший урожай. Каждый год хороший, потому что я целыми днями здесь. Я все лето стою в огороде с утра до ночи. Ага, так вот занимаюсь. На зиму заготовки. Все на зиму, все заготовки, все свое. Капуста все своя. И хватает до старой, до новой, как посадишь, так до новой посоришь. Эколого-развивающая среда служит не только объектом и средством деятельности, но и позволяет формировать познавательные интересы детей, а также молодых хозяек. Приходится только удивляться тому, каким упорством и умом жительница нашего поселка получает отличный урожай. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, НВК Саха, Мегино-Кангаласский район.